тоже всегда обращался к Нартиаде, например, когда мы публиковали эти курганы скифские. Ну, ту же Байкару, например. У меня там тоже целый раздел написал, объяснение вот этих конструкций курганных. Ну, Нартиады, осетинской этнографии. Ну, там, ну, например, такой сюжет, вот этот день резания дерна у дегорцев есть. Когда идут на кладбище поминать, и по дороге отрезают несколько куски дерна и кладут их на могилу. Да, да, да. Вот все, вам, например. У вас у всех есть. Да. Например, зернотерка в сарматских могилах, которые, я об этом тоже уже и писал, и в диссертации своей, которая закрывала вход в катакомбу сарматскую. Зернотерка. Затем уже жернова маленькие в раннеаланских катакомбах, тоже в входах лежали. Это Тамерлан Габуев откопал в Виноградном, там первый раз такие вещи выскакивали у него. Потом 10-12 век аланский могильник, ну, Змейский, например. Да, Змейский, я там тоже работал уже вот с ребятами. Ну да, и с Зуцевым Феликсом, да, и с Рустемом Федаровым. Там тоже ведь эти вот, ну, это объяснение там, что в жернова там твои в землю уходили. Ну, это все, да, это же этнография. То есть это объясняет нам вот это вот смысл вот этих вещей. И, наконец, на остинских склепах есть или имитации из шиферных плиток. Это я помню, мы с Тменовым, с Виталием очень много на эту тему спорили. Он потом сказал, да, согласен. Или я находил там прямо кусок жернова, вмазан. И вот выстраивается от Сармат, рубежа тысячелетий, 2 века до нашей эры, до средневековых осетин непрерывная линия развития, понимаете? Вот на этом маленьком эпизоде. Вот такое дело тут, ну, очевидно. Тут деваться некуда. Или когда вы едете в ту же Сибирь, например, да, и Центральную Азию, и вот, ну, в той же Туве, например, вот вы едете по дороге и вдруг читаете «Река Арадан». Начинаются вопросы. Вспоминаем Абаева. Дан, Дон, ну и так далее. Ардон, Арадан, все замечательно. Начинаешь думать, это уж не может быть. А почему? Это в Туву идет дорога. А там как раз Аржан-1, Аржан-2, там все забито скифскими курганами. Ну, так сказать, скифы, там, сарматы, раннее железо, тут уже это было вчера, грубо говоря. И бесспорная связь осетин современных с этим, ну, это же понятно. Это вопрос решенный, грубо говоря. Нардский эпос, конечно, самая его, ну, скажем, древнейшая версия и основная его версия, она ираноязычная, она осетинская. Это уже давно доказано и гораздо более серьезными людьми, чем Наглер. Есть интересное такое описание в Нартиаде «Дом Шердона». Правда? Ну, дикость какая-то непонятная, да? Что-то там через крышу надо в него залазить, там какие-то сидят голые женщины на коровьих этих головах. Да, и бог знает чего. Так есть же к этому рассказу иллюстрация. Чатал Хуюк. Да. Вот он. Возьмите эту реконструкцию и положите рядом текст Нартиады. И вы увидите, что это просто текст, описывающий вот это святилище, вот этот храм. Возникает вопрос, когда записали этот сюжет? Правильно, в XIX веке. Надо полагать, не совсем образованного, не отшлифованного диссертациями старика-осетина. Так? Традиционного. Ну как мог он знать про Чатал Хуюк? Его раскопали в конце 50-х годов 20 века. Надо с этим жить. Это факты. Они требуют объяснения.